Кыргызстане изменили флаг, а в Казахстане планируют изменить государственный герб. Проживающие в юртах, отправленных казахстанцами, не хотят оттуда переезжать. В последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. Это я цитирую президента. Даже Реджеп Эрдоган в разговоре с министром юстиции задавал вопрос: как такое вообще возможно? Казахстан и Кыргызстан на пороге торговой войны. Какая прекрасная коррупционная составляющая у этого решения. Дуслар, барыгызга да сәлем, всем привет! Вы на канале YouTube Татарочки, меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. И сядьмся Дуслар. И сегодня у нас очередной новостной выпуск. Давайте посмотрим, что произошло в тюркском мире за эти 2-3 недели. В Кыргызстане изменили флаг, а в Казахстане планируют изменить государственный герб. Президент Казахстана Токаев обратил внимание на резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, кто бы это ни был, в том числе и молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. Ну вот сейчас здесь появится герб, сами сможете оценить, есть ли там признаки советской эпохи. Планируются общественные дискуссии по этому вопросу, по вопросам изменения герба, а затем будет объявлен открытый конкурс на лучший эскиз. Жители турецкой провинции Кахраман-Мараш, пострадавшие от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года, проживающие в юртах, отправленных казахстанцами, не хотят оттуда переезжать в контейнерные дома. Об этом заявил губернатор провинции, отвечая на вопрос журналиста. «Мы все шатры и палатки убрали, но ваши юрты, — говорит он, обращаясь к казахстанцам, — так и не смогли разобрать. Люди ими очень довольны и не хотят переезжать в контейнерные дома», — сообщил он. Вообще, кстати, после землетрясений Кыргызстан и Казахстан установили такие вот юрты. И действительно людям очень нравится, потому что они изначально как бы продуманная вещь, чтобы жить. В отличие, наверное, от контейнеров. Не знаю. Вот да, как будто бы контейнерные дома звучат не так приятно, как юрты. Да, причем в Турции есть свои юрты, там, как бы исторические, да, вот эти вот юрты, но это, я так понимаю, Казахстан и Кыргызстан предоставили уже современные юрты. Если посмотреть по видео, там все есть, то есть там есть зона кухни, там. Это вот, знаешь, похоже на кемпинг, как-то мы вот с тобой ездили, с друзьями, и где тоже было просто все по кругу, там расположено. Да. Да, вот, и я думаю, что людям достаточно комфортно. Поэтому спасибо Казахстану, Кыргызстану за то, что прислали эти юрты в Турцию и помогли людям, потерявшим дома. Казахстан не будет идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для него ценности. Опять-таки заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального Курултая консультативно-вещательного органа. Об этом нам сообщает ТАСС. Я думаю, что ТАСС здесь увидел много знакомого в этих словах. Кроме того, глава государства заверил, что республика будет противодействовать религиозному экстремизму и архаике и твердо придерживаться канонов традиционного ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности. В связи с этим президент высказался против чуждой для Казахстана одежды и призвал казахстанцев больше обращать внимание на одежду в национальном стиле. В последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. Это я цитирую президента. Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа и является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность. Кроме того, Токаев отметил, что ряд крупных компаний и учебных заведений вводят в практику ношения одежды в национальном стиле. Я хотел бы отметить, что в Татарстане, Раис Татарстана и многие чиновники уже ходят в такой одежде с национальными элементами. И мы тоже рассказывали, что и в Башкортостане вводили какое-то такое правило, что... Да. И начал Татарстан, Башкортостан подхватил, и тут соседние республики тоже... Там периодически я вижу у них, членов правительства, они украшают там пиджаки какие-то. Женщины, понятно, женщины попроще в этом плане, а мужчины там надевают пиджаки с какими-то вышивками, орнаментами. Да, это чиновники, но вот, кстати, хорошая идея со школами тоже было бы прикольно, хотя, с одной стороны, конечно, в школе хочется свободы. Почему? Сейчас практически, в 99% школ так или иначе есть форма, и здесь, например, в Казани, в татарских гимназиях, там прям видно, что этот ребенок или из Адамнара, или из какого-то татарского лицея, или татарской гимназии, потому что у них есть какая-то вышивка там на жилетке или на галстуке.
Ну окей, я, видимо, просто не видел этих детей. Мы ездим в разные школы. А ты ездишь по школам? Я чего-то о тебе не знаю. Нет, я не езжу по школам, по разным маршрутам. Слушай, ну хорошо. Вообще, конечно, вот эта вот борьба за традиционные ценности, очень сильно надоела. И я дважды, на самом деле, в жизни имел разговор за традиционные ценности. Люди мне доказывали, что, типа, надо с этим, бороться с влиянием Запада, там, родитель номер 1, родитель номер 2. И оба человека... Разговор закончился дракой? Нет, просто интересный факт, что оба человека, которые мне что-то доказывали, они никогда не были за границей. Вот. Ничего не видели, но вот у них сведения оттуда. А доказывать, что в самой Европе или Америке там столько традиционалистов, что их на самом деле, возможно, больше, чем в России, или там в Казахстане, это, тяжело. А кто вот традиционный? Кто эти традиции установили? Люди установили. Пусть установят другие традиции. Так вот, Касым-Жомарт Токаев так и говорит. Он говорит, у нас есть традиционные ценности, но при этом вот в черное слишком традиционно не окутывайтесь, а при этом слишком новыми давайте тоже не будьте. Где-то вот посередине, где, как мы привыкли, плюс-минус, типа вот это норм, типа это традиция. Вашим и нашим. Перейдем к новостям из Турции. Вся Турция, да не только Турция, и те, кто следят за новостями из этой страны, обсуждают дело кота Эроса, которого убил местный житель. В дело вмешался даже президент страны. Эроса убили 1 января. В одном из жилых комплексов Стамбула мужчина просто запинал кота ногами возле лифта. Местные очень любили кота, считали его общим и всегда подкармливали. И когда люди нашли труп животного, они, естественно, посмотрели камеры наблюдения и вычислили убийцу. Им оказался их сосед Ибрагим Килоглан. Жуткое видео разлетелось по интернету, зоозащитники потребовали наказать живодера и Килоглана задержали. А сначала его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения, хотя изначально прокурор потребовал до 6 лет. Но за хорошее поведение срок заменили на условный, и тут уже начался настоящий общественный бунт. И жители этого ЖК, где жил кот, не согласились с вердиктом, говорили, что не будут жить рядом с живодером, у здания суда устроили протест. Митинг прошел и у подъезда Килоглана. Даже Реджеп Эрдоган в разговоре с министром юстиции задавал вопрос, как такое вообще возможно? После всех этих событий приговор пересмотрели, и злоумышленник получил 2,5 года лишения свободы. Это рекордный срок за жестокое отношение к животным в Турции. Вообще классно, странно, конечно, комментарий, вообще классно к смерти кота, но здорово, что вся страна... Это, знаешь, это очень похоже на случай с котом Твиксом, да, по-моему, которого выкинула проводница. Вот, да. В России. То есть люди сочувствуют животным, это здорово. Еще было бы круто, если бы люди сочувствовали другим людям по всему миру, это было бы еще лучше. Да, я тоже очень хочу, чтобы так было. Конкретно здесь, конечно, правильно, что за это, мне кажется, есть реальное наказание, и то, что людей волнует, тем более Турция, здесь кошки, это, извини меня, тут про них фильм сняли, там в Кинопоиске, по-моему, у 30 кошек есть свои собственные страницы, у меня нет на Кинопоиске страницы, у тебя нет на Кинопоиске страницы. Да, это актеры фильма. А у кошек из Стамбула есть. Друзья, дуслар, аркадашлар. Если вам нравится то, что мы делаем для тюркского мира и для татар, то поддержите нашу работу. Сделать это очень просто, вне зависимости от того, где вы находитесь, в России или в какой-то любой другой стране. Для этого достаточно перейти в наш закрытый телеграм-канал по ссылке в описании или по ссылке в закрепленном комментарии и поддержать нас, стать нашим патроном. Это стоит всего лишь 3 евро в месяц. Вы можете подписаться на ежемесячные пожертвования в нашем закрытом телеграм-канале. За это вы получите доступ к закрытому уникальному контенту, возможность общаться с нами и предлагать темы для следующих роликов. 3 евро в месяц — это как 2-3 очпочмака в Казани. Также вы можете оформить подписку здесь, на YouTube, и получите все те же самые плюшки, которые получают подписчики нашего телеграм-канала. Для бесперебойной работы нам нужно примерно 300 таких жертвователей. Сейчас у нас есть 10% от необходимого количества, поэтому подписывайтесь и поддерживайте нас. Все ссылки и другие способы пожертвований, например, если вы хотите нас поддержать на сумму больше, чем 3 евро в месяц, вы найдете в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. И мы хотим сказать вам зур рахмет всем тем, кто нас поддерживает. В каждом видео, в самом первом кадре, вы видите список этих людей, юзеров, патронов, наших спонсоров. Зур вам рахмет.
Бекзур рахмет. Казахстан и Кыргызстан на пороге торговой войны, пишет Орда. Претензии к кыргызстанским лабораториям, оформляющим лицензии и сертификаты, возникли у Министерства торговли и интеграции. В Комитете технического регулирования отметили, что в Кыргызстане очень часто оформляют лицензии с нарушениями, а законодательство соседней страны не предусматривает ответственность за выдачу серых сертификатов. Проект постановления об ограничении на ввоз продукции, лицензированной в Кыргызстане, сейчас обсуждается на портале, где обычно обсуждаются казахстанские новые проекты. В пояснительной записке к документу отмечается, что из почти 109,5 тысяч документов, оформленных в Кыргызстане в 2022 году, казахстанским заявителям выдали 41,5 тысячи. А в прошлом, 2023 году, заявители из Казахстана получили почти 60 тысяч документов в Кыргызстане. Около 40% лицензий в Кыргызстане получают казахстанские фирмы. И во многих случаях речь идет о так называемых серых сертификатах. Только за 2023 год аннулировали более 300 серых сертификатов, выданных в Кыргызстане. Минобр обязал кыргызстанских студентов всех поголовно сдавать тест по родному языку, вне зависимости от ведомственной или иной принадлежности. Если абитуриент не будет сдавать тест по госязыку, то результаты основного и предметного тестов ОРТ выдаваться не будут. При этом, по данным Минобра, тест лишь определяет уровень владения абитуриентом госязыком и не влияет на результаты конкурса при поступлении в вуз. Кстати, это вообще, на самом деле, в принципе, хорошая, мне кажется, идея для того, чтобы все начали сдавать тесты по языкам в национальных республиках, в том числе в России, например, но при этом оно пока ни на что не влияет, потому что, очевидно, уровень владения невысокий, но он как бы проверяет уровень знаний, и у тебя есть общая картина среди школьников. Мне кажется, прям... Ну тут смотри, тут не выдают другие результаты. Если... все равно ты идешь, сдаешь, хоть даже если на двойку, то все равно поступаешь. Ну да, как будто бы есть стимул. Ну слушай, и что, они тогда постоянно будут на двойке сдавать все, а потом ужесточить? Да, а потом постепенно все привыкли знать, что надо сдавать, например, тест по татарскому всем школьникам в 11 классе. Какая прекрасная коррупционная составляющая у этого решения. Нет, почему? Пару лет все сдают, да, действительно на двойки, а потом ты говоришь, а теперь на это влияет, а теперь на это, а теперь на это, и увеличиваешь влияние. И покупают все результаты. Слушай, так можно совсем сказать, везде, где нужно получить какой-то результат, можно что-то купить. Да. Поэтому смотря как будет выстроена система. Поэтому у всего у нас прекрасная коррупционная составляющая. Слушай, у этого теста, например, в Татарстане, плюс в чем может быть, что во Владивостоке эти тесты не появятся раньше по времени на несколько часов. Да, есть такое. Там максимум, в Актаныше уже начали сдавать по башкирскому времени. Ильхам Алиев переизбран на пост президента Азербайджана уже в 5-й раз. По данным с избирательных участков, Алиев набрал более 92% голосов. Впервые Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году, сменив на этом посту своего отца Гейдара Алиева. Одним из главных событий 4-го срока Ильхама Алиева стал переход под контроль Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Нравятся мне вот эти всегда комментарии, что он уже 5-й срок, 6-й срок, перенял власть у отца и так далее и тому подобное. Стабильность? Мне хочется, чтобы когда-нибудь, возможно, это реально моя утопическая мечта, чтобы оплотом демократической власти это были тюркские страны, которые бы... мы читали бы новости и говорили бы, здесь новая партия, здесь новый президент. Синейт мышли, аминь. Китайские компании обвиняются в применении принудительного труда для производства алюминия, необходимого для изготовления автомобильных деталей. Основной фокус критики пришелся на производство алюминия в Синьцзян-Уйгурском автономном округе на северо-западе Китая. Там известно, что в трудовых лагерях содержится около 1 миллиона китайских мусульман. В отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch подтверждается, что в труде на алюминиевых комбинатах задействованы заключенные. Human Rights Watch предостерегла компании-потребители от приобретения алюминия из указанного региона и призвала внимательно отслеживать происхождение металла. Германия и Соединенные Штаты
им Human Rights Watch сделала особые требования и призывает их Министерство труда принять законодательные меры, чтобы компании не могли использовать продукты принудительного труда. Ну, пора нам поговорить и о татарских новостях. Как ты на это смотришь, Айнур? Да супер. Какого ответа ты ожидала? Типа, нет, давай не будем. Ну, может, ты не хочешь ничего нового о татарах узнавать? О татарах, о Татарстане я всегда рад узнать что-то новое. Ну смотри, есть у меня парочка новостей. В средней общеобразовательной школе номер 146 в Санкт-Петербурге присвоили имя Героя СССР татарского поэта Мусы Джалиля. Среди инициаторов присвоения имени постоянное представительство Татарстана в Петербурге, национальная культурная автономия и руководитель школы. В общем, татары постарались. Супер новость, особенно для меня, потому что я бывший петербургский татарин. Я много лет вообще-то занимался Так это новость специально для тебя. Ты же играл в КВН, в команде, которая носила имя Мусы Джалиля. Да, мы же так и придумали, у нас была концепция, что вот в Петербурге нет улицы Джалиля, мы такие, сборная улица Джалиля, город Санкт-Петербург. А теперь в Петербурге есть и школа, еще и памятник есть. Памятник, да, памятник давно стоял. В Петербурге есть 3 памятника татарам, это памятник Джалилю, Тукаю и Атауле Баязитову. Слушай, а я в этом году впервые побывала на Дне подлинника в музее, Национальном музее Республики Татарстан. Это на день рождения Мусы Джалиля. Единственный раз в году выносят из фондов и его моабитские тетради. В общем, очень торжественное мероприятие, очень такое, духоподъемное, что ли. Все равно есть у этих блокнотиков, у этих тетрадей, которые так долго уже хранятся, какая-то энергия, что ли, какой-то смысл в них заложенный. США включили в пакет санкций особую экономическую зону Алабуга в Татарстане и ее замдиректора Сергея Алексеева. Ранее Алабуга уже попала под санкции Евросоюза. Айнур, у нас есть хорошие новости сегодня. Да ладно. Да, они касаются татарского языка, а точнее платформы Анатоле. На разработку и техническое обслуживание новой информационной образовательной системы дистанционного обучения татарскому языку Анатоле из республиканского бюджета Татарстана будет выделено 123,3 миллиона рублей. Я думаю, что сумма не очень большая для разработки. Ты с этим больше связан? Как ты думаешь? Слушай, я не знаю. Кто-то же это считал, кто-то это знает, поэтому, наверное, да, все ок. Наверное. Я вот хочу напомнить, что онлайн-школа изучения татарского языка Анатоле объявила о закрытии летом прошлого года из-за того, что из России ушла иностранная компания Education First. После чего глава местного Миноборнауки татарстанского объявил, что Анатоле будет перенесена на отечественную платформу. Наконец сентября прошлого года в онлайн-школе обучалось более 14 тысяч пользователей, из них около 1000 человек из стран дальнего и ближнего зарубежья. Вообще новость действительно хорошая, это здорово, что Анатоль восстанавливает, я и сам там учился, и вообще на татарский язык, Алсу, никаких денег не жалко, тем более если мы берем бюджеты, которые выделяются на татарский язык, там еще на что-то, и сравниваем какими-то с другими бюджетами, но они копеечные, честно. И согласна. Поэтому это для обывателя звучит там 120 миллионов, это большая сумма в рамках там бюджета. Даже регионы — это небольшая сумма, поэтому если вы посмотрите бюджет своих регионов, там эти миллионы выделяются на какие-то бесполезные там вещи еще больше, то есть этих миллионов выделяется, поэтому круто. Я вот наоборот говорю, что 123 как будто бы для разработки с нуля не очень много. Видимо, на какую-то известную платформу будут сажать там, этот скелет Анатоле. Будут сажать. Дуслар, әйдәгез бу чыгарылышның татар өлешенә күчәбез. Һәм бу өлештә без ике яңалык турында сөйләшмәкчек. Беренчесе аның киләчәк уеннары. Безнең Казаныбызда, төрле мәйданчыкларда киләчәк уеннары, ягъни Digital Games узган иде. Шундый чара. Мин дөресме, Алсу, аңлыйм? Менә бу Digital уен бер аның нидер өлеше digital, компьютерда, мәсәлән, PlayStation'да уйнала, а икенче реаль уен, мәсәлән, беренчесен син PlayStation'да хоккей уйныйсың, икенче өлештә син бозга чыгып
реаль тормышта хоккей уйныйсың, шулаймы? Әйе, бик дөрес. Фиджитал ул физик күнегүләрне һәм виртуаль уеннарны берләштерүче шундый бер яңа әйбер. Шуны әйтергә кирәк, Казан иң беренчеләрдән булып әлеге турнирны үзендә кабул итте һәм минемчә биткә кызыллык китермәделәр безнең оештыручылар. Әлбәттә инде кимчелекләр дә булды, минем инсайтлар буенча. Чөнки минем Мәсәлән. Юк, мин аларны әйтмим, чөнки телевизордан, ягъни стриминг платформалардан караган кешеләр ул кимчелекләрне күрми, бары тик менә эчендә кайнаган кешеләрне аны белә. Ансы дөрес тә инде. Аны бүтән кеше күргән булса, ул кимчелек булмый инде, ул уже хата була. Бүтәнләй чараларны оештырган кешеләр, алар бик яхшы белә. Кимчелекләрдән башка чараны уздырып булмый. Мин үзем әйтүем буенча, шара кысаларында бер катнашучы да үлмәгән икән, димәк, шара бик уңышлы үтте. Әйе, бик шәп. Мәсәлән, университетта бик шәп үтте Казанда һәм ләкин анда кеше үлде. Мин беләм, анда бар иде шул. Кемдер үлде анда. Бар иде. Әйе, мин университет бәс, мин бу киләчәк уеннарның ачылышын карап утырдым, нидән? Компьютердан инде. Чөнки анда эләгеп булмады үзенең Казан Экспога. Һәм мин университетны искә төшердем. Мин университетның ачылышында үзендә булдым, Казан аренада. Һәм университет безнең 10 ел элек үтте. Мин бу ике ачылышны чагыштырып утырдым. Әйтәм, 10 ел элек университет ачылышы безгә әллә нинди шундый сәер бер могҗизалы дөнья кебек иде. Әйтәм, әллә нәрсәләр уйлап чыгарганнар, шундый матур, шундый кызыклы ачылыш иде ул. Менә 10 ел үтте, әйме ул бүтәнләй икенче чара, ул масштаблырак, ул матуррак һәм аңа яңа ниндидер технологиялар өстәлде, яңа музыка, яңа идеялар һәм миңа бик ошады. Шуны әйтәсем килә, ачылыш вакытында бер татар сүзе яңгырамады, ләкин бу уеннарда катнашкан илләрне тәкъдим иткәндә бик матур музыка яңгырады. Аны син беләсең, ул кешене, ул музыканы язган кеше, ул Түбән Камадан үзе, Алмаз исемле. Ул шу музыкада нидер электрон көйләрне кулланып, татар милли халык көйләрен бергә берләштереп, шундый бик матур музыка язды. Һәм ул шундый урынлы яңгырады, миңа бик шады. Шәп. Минем нинди фикерләр туа. Башта татар телен, ничек инде татар телсез. Менә университетда, менә ачыш церемониясендә татар теле бит булды, анда Тукай чыкты. Актер инде Тукай образында һәм Үземе? Әйе. Һәм и туган тел, матур тел менә бу шигырьне сөйләде. Менә монда инде бик шәп безнең Казанда менә бу чаралар үтә, әмма шундый заман, шундый вакыт, белмисең ничек, нинди мөнәсәбәт бу чараларга төзергә, чөнки бер яктан бик шәп, икенче яктан ниндидер неоднозначная реакция инде. Белмим. Айнур, безнең кеше гомере ул гел шулай бара. Бер яктан ниндидер начар яңалыклар бар, бер яктан ниндидер яхшы яңалыклар бар. Тормыш ул ак төсле дә түгел, кара төсле дә түгел, анда төрле төсләр була. Менә шулай, без шундый мөхиттә яшибез, нишләтәсең. Ләкин менә татар теле яңгырамады дидем, ләкин төрки телләр яңгырады. Бик рәхәтләнеп, ил башлыклары үз телләрендә сөйләште. Әйе, мин күрдем видеоларны, анда Казахстан президенты булды, Кыргызстан президенты һәм Үзбәкстан президенты, шулай бит? Әйе. Өч төрки президенты килделәр. Һәм киләсе фиджитал уеннар, беләсең кайда узачак? Әйе, Казахстанда. Әйе, Казахстанга барабыз. Бәлки. Һәм мин белүемчә, ул уеннарны оештыруда безнең Казан кешеләре дә катнашачак, алла берсе. Алсу, һәм икенче кызык момент булды бу уеннар фонында. Татарстан президенты башка илләрнең президентлары белән аның очрашулары булды, һәм бу Татарстан өчен дә бик шәп, чөнки бу безнең
Татарстанны президентны ничектер шул дөнья лидерлары белән бер ниндидер дәрәҗәгә куя, шулай бит? Ул дөрес. Һәм ул Лукашенко белән күреште, мин күрдем, Токаев, Таджикистан президенты белән, һәм башкалар белән, һәм Сербия президенты белән. Сербская республика президенты белән, ул Сербия түгел, ул Сербская республика Босния Герцеговина эчендә. Алсу һәм икенче яңалык, мин беләм нинди яңалык, шуңа мин үзем сорау бирәм. Нәсин яңа проект ачтың Телеграмда, Тукай день в день дип атала. Тукай үлүменә кадәр 36 көн буенча син нәрсәдер менә сөйлисең, нәрсә бу көндә күпме ел элек? 111. 101 ел элек бу көндә Тукай белән нәрсә булды, нәрсә масса күләм мәгълүмат чаралары нәрсә яздылар, гәҗитләрдә нәрсә яздылар. Һәм ничек сиңа бу идея килеп керде синең якты башыңа? Ой, рәхмәт, Айнур, син күзәтеп барасың, имәм. Мин шундый шат. Әйе, быел Тукай үлүенә 111 ел туа. Ләкин ул минем өчен инфоповод булмады. Минем менә шундый проект, бары тик менә шундый проект эшлисе килде. Ул минем идея түгел, әлбәттә, андый телеграм-каналлар бар. Алар башка чаралар турында нәкъ шундый хронология төзиләр. Минем өчен ул бик кызык укыр өчен, һәм менә бу көндә нәрсә булган, нишләгәннәр икән, минем өчен, үзем өчен, шәхсән үзем өчен укып бару бик кызык. Һәм мин менә шундый фикергә килдем. Әйтәм, татарлар турында, яисә татар тарихында нинди менә шундый чара булган, нинди кеше яшәгән, кем турында менә шундый хронология төзеп булыр икән. Һәм Тукайдан башка минем башыма беркем дә килмәде, чөнки Тукайдан кала беркем турында да аңхатлы китаплар язылмаган, аңхатлы хатирәләр сакланмаган. Һәм менә Тукай тормышында менә шундый понятный, аңлаешлы өлеше булган. Аның соңгы 36 көне ул аны Клячкин шифаханәсендә үткәргән. Һәм ул көннәр турында бик күп мәгълүмат бар. Мин ул мәгълүматны бөтенсен җыеп, менә шундый хронология төзедем. Газеталарда аның температурасы турында, яисә үзенең тотышы турында нәрсә язылган. Аның үзен нинди шигырьләр чыгарган, ул 36 көн турында. Аның ничек дөньядан киткәнен, ул вакытта аның янында кем булган турында. Мен үземә дә бик кызык булды, һәм бу телеграмны укучыларга, аның язылучыларына да бик кызык булыр дип бик ышанам. Чөнки миңа үземә бу проект бик шәп, кызык, һәм кызык булыр диде син бу проектны дәвам итсәң, ниндидер икенче кешеләр белән яки икенче ниндидер вакыйгалар белән. Алсу, әфәрин. Син бит аны мин беләм, бушка эшлисең, беркем дә түләми. Әйе, үз вакытыңны. Ничек инде бушка? Бу минем самореализация, миңа бу эш бик яхшы, уңай эмоциялар китерә. Мин менә подписчиклар өчен сөйлим, мин һәр вакыт Алсудан көләм, мин тәмсин Алсу шундый татар некрофилы, чөнки сиңа бик нык үлгән татарлар ошый. Юк, миңа исән татарлардан ошый. Тере исән татарлар сиңа ошамый. Кем? Белмим. Соңгы тапкыр мин икенче фикерләрне ишеткән идем синнән. Юк инде, юк. Анда бит ике генә критерий: исән һәм юмор хисле булырга тиеш ул кеше. Окей. Бу син Винарис турында сөйлисең, я? Винарис илиге? Ул бит итере һәм шундый юморлы кеше. Синең бармы күргәнең видео? Миңа аның юмор хисе шамый. Синең бармы күргәнең видео күргәнең бармы? Ничек ул сәхнәдән төшеп китте, шулай биеп. Бик юморлы видео. Монда күрсәтәсеңме? Әйе. Кара, без хәбәрләр чыгарылышында да көлә башладык. Ниһаят, нинди хәл бу, нинди эш. Бу истерик көлү Алсу. Бу чын көлү түгел. Шул гына кала безгә. Чөнки тормыш куркыныч, заманлар куркыныч. Ничек тә булса яшәргә кирәк бит.
Дуслар, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Для нас очень важен каждый, кто нас смотрит, кто нам ставит лайки, кто нам ставит комментарии и присылает эти видео своим друзьям, знакомым и вообще всем, кто есть в его телефонной книге. Всем, кто есть в его контактах. Огромное спасибо, что вы с нами, что вы нас поддерживаете. Как вы видите, нам осталось совсем чуть-чуть дотянуть до заветной цифры в 30 тысяч подписчиков. Если еще не подписались на наш канал, обязательно это сделайте. И, конечно, по традиции, в конце ролика мы оставим пасхалку. Если вы досмотрели до этого места, то пишите в комментариях «Ешесен онателе». Очень интересно узнать, сколько людей нас досматривает до конца. Вот тем самым дайте нам знать. Ешесен онателе. Всех пересчитаем. Всем мира, здоровья. Пока-пока. Сау булыгыз, дуслар. Телим сизге йокты килешек.